Реконструкцию причала на набережной Махаджиров обсудили на рабочем совещании в администрации города Сухум. Исполняющий обязанности главы Тимур Агырба встретился с делегацией администрации Краснодарского края, который берется за ремонт причала. Исполняющие обязанности главы Сухума Тимур Агырба, архитекторы и проектировщики из Краснодарского края во главе с главным архитектором края Ильей Поздняковым побывали на набережной, чтобы на месте оценить состояние причала. Как раз уникальность этого места в том, что здесь вот сохранится этот дух какой-то. И эта набережная, она вписывается в ткань города, в архитектуру города. Со всем антуражем, с окружением. Я думаю, что мы свое предложение будем принимать, опираясь на эти смыслы. Сухумский причал многие годы закрыт для прогулок, так как находится в ветхом состоянии и признан небезопасным. По мнению проектировщиков, причал необходимо полностью демонтировать и построить заново. Уже не годен не только деревянный настил, но и сама несущая конструкция. Перед восстановительными работами проведут инженерные изыскания по дну моря. Дорогу мы вот по этой набережной пустим, дабы не заезжала техника на нашу набережную. И дальше процесс демонтажа, я так понимаю, и каким методом мы собираемся этот причал строить. Скорее всего, здесь нам в корне тоже придется отсыпать площадку технологическую, это однозначно придется сделать, но она лишней не будет. А дальше делается специальное металлическое устройство, вспомогательное, которое монтируется автокраном, сваривается по месту, на него ставится буровая своеобойная машина, которая пионерным способом перед собой забивает и за собой уже тащит на эти сваи, которые забиты раму металлическую, которая основанием будет. И не нужно ли оставлять причальный фронт для причаливания маломерных судов как таковой, если он нужен? Ну, то вы как заказчики уже сами... Я думаю, что все-таки он нужен. Исполняющий обязанности мэра также поинтересовался мнением российских специалистов относительно состояния причала, на котором стоит ресторан «Амра». Наши местные бизнесмены собираются восстановить этот ресторан. И поэтому надо определить масштаб бедствия, перечень необходимых мероприятий для того, чтобы спокойно, безопасно можно было приступать к работам. Я так понимаю, все эти опоры или основная их часть в аварийном состоянии. На мой взгляд, по крайней мере, вот та часть, которая в приурезовой зоне, в прибое находится, она, как правило, чаще всего страдает от воздействия волны, наносов, которые передвигаются в этом процессе. Поэтому, скорее всего, вот эта часть корневая и, возможно, даже часть основного сооружения, ее придется демонтировать. Если мы примем решение о том, что первые 3 пролета демонтировать и возвести их заново, это не угрожает целостности самого объекта, поэтому такие решения можно будет принять. Нет, если стоит задача сохранить, то технически это можно сделать. Вопрос просто в стоимости. Далее совещание продолжилось в здании столичной администрации. Кроме строительных и технических вопросов, архитекторы высказались о том, каким следует возвести новый причал. Сохранить его исторический облик или внести что-то современное в его концепцию. Мы можем составить такое архитектурно-планировочное задание, чтобы мы хотели видеть на этом пирсе, что необходимо для города. Или если мы будем восстанавливать исторический облик города, тогда это чисто такая техническая задача будет. Исторический облик этого пирса, он на самом деле не отражает, в общем-то, дух этой улицы, по которой мы шли и которую он продолжает. И, может быть, рассмотреть вариант, который в современном прочтении даст отсылку именно к ней. На совещании рассмотрели проект 2022 года, который предлагала архитекторка Амакация. Она признала, что проект более творческий, нежели концептуальный, так как никаких изысканий не проводилось перед составлением эскиза. Гуляя по набережной, у нас получается, несмотря на такую большую водную гладь, почти неоткуда смотреть на закат, потому что там у нас здание морпорта перекрывает. И, собственно, родилась такая идея создать некое пространство многофункциональное прямо в воде. Тимур Агырба подчеркнул, что архитектурную концепцию согласуют со всеми необходимыми службами, с общественностью и с членами градостроительного совета при администрации. И на основании этого будут принимать дальнейшее решение по проекту причала. Коллеги, еще раз хочу поблагодарить вас всех за то, что принимаете участие в столь серьезном проекте для нас. Создаем оперативно рабочую группу, приступаем к разработке и утверждению дорожной карты. Все наши решения мы согласуем с градостроительным советом и с общественностью, после чего принимаем одну концепцию, разработку понятного для нас всех проекта и, в принципе, приступаем непосредственно к реализации.
Светлана Шаменкова доложила исполняющему обязанности мэра, что уже 15 апреля проведут заседание градостроительного совета, на котором обсудят проект Сухумского причала. Амрамичева, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.